Здравствуйте, меня зовут Сергеев Андрей Альбертович. Я работаю диспетчером в Намском РЭС центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Пришел я в эту профессию, наверное, волей судьбы, потому что у меня супруга моя, она уроженка тех мест. У меня там жили двоюродные братья на Графском. Я туда стал ездить на охоту, на рыбалку. Там встретил девушку, и всего. Она меня с армии дождалась, я пришел с армии, женился. Потом туда выехали. Место, куда я устраиваться пришел, это база РЭС была. Тогда еще находилась на Графском берегу. С 1983 года, с 3 февраля, как сейчас помню, приходилось начинать со всего. С коленок вставали, можно сказать, сами с супругой. Дом, хозяйство, дети, все вдвоем. Но она у меня мудрая женщина. Деревенская. Она сразу меня втянула в хозяйство. Я, извините, из города приехал. Колунну в руках держать не умел. Ну, представляете, я с города, да? 20 лет прожить в городе, родиться в городе, приехать в деревню. Коровы, свиньи, куры, гуси, утки. Ну, все, что можно было держать, почти все держали. Что я мог, что я умел? Ну, я говорю, всему моей супруге, конечно, нижайший поклон. Она у меня умница. Живем потихонечку, она до сих пор работает, я работаю. Ну, мне работа, в принципе, так и так нравилась. Во-первых, всегда с людьми, всегда на свежем воздухе. Если я вам сейчас скажу, вы мне не поверите, я с армии пришел, у меня размер был 46-й размер, я носил костюм. За 3 года на Графском у меня стал размер 52. Нормально подкачался. Это я сейчас уже стал так, можно сказать, добреть. А до этого-то груда мышц была просто. Ну, потому что физический труд, все прочее. Раньше не было ни спутниковых, ничего. Тоже вот так же объекты-то не изменились, удаленность объектов. А что, все равно ходили. Если коротыш, где-то что-то короткое, все. Можете себе представить, так пешком, когда идет человек. Когда резиновая лодка в руках. А надо еще нести еще что-то. Провизия с собой, вода с собой, когти-пояс с собой. Ну, такое, что можно. Провод с собой мы, конечно, не таскали. Ну, надеялись на то, что, допустим, обрыва нету. Иногда по 2, по 3 суток не могли найти. Ну, потому что все пешком. Вот, особенно в летнее время это вообще тяжело проходить. Там много болот, всего обходишь куда-то что-то. Или напрямую шпаришь, но уже по пояс в воде. Ну, а что делать-то? Хочется ускорить. Поэтому нас туда на обход выезжал не 2, не 3 человека, мы так на маршруты, на группы, на эти участки разбивали и проходили, но чтобы быстрее. Ну, находили, потом все это выходилось на связь, восстанавливалось, приезжала машина, либо что там, исправность находили, устраняли. Мы раньше участок обходишь один, но идешь друг другу навстречу, получается. А сейчас мы стараемся, чтобы по 2 человека ходили, потому что сейчас зверье появилось, и медведь появился, и волк появился. Раньше было поспокойнее, сейчас немножко, сейчас за ребят переживают только. Ну, а что делать-то? Людям свет надо, люди уже привыкли. Это раньше у них там дизеля свои стояли, они как-то заводились, и нет. А сейчас чуть-чуть свет, все. Сейчас тем более спутниковые телефоны, у них спутниковая связь сюда пришла. Сейчас только, алло, где свет? Все, уже бежим. Даже сейчас не представляю, кем бы я мог быть. Честно говорю, нет. Да, нас ругают, да, мы такие, мы сякие, когда нет света. Когда свет пришел, про нас сразу забывают. Слово благодарности бывает очень-очень редко. Но зато мы знаем, что мы приносим людям добро. Светло, тепло, уют. Как сейчас все блага, да? Как-то нет, мне нравится. Я нисколько не жалею, что и уехал из города, что стал энергетиком. У меня отличный коллектив. Ребята, которых я учил даже еще, будучи производителем по 4 группе, ученики. Мальчишки у меня до сих пор работают. Сколько человек? 1, 2, 3, 4, 6 человек работают. Они все работают, они не ушли. Это вообще радует. Сейчас молодежь вообще нормально относятся. Пацаны все тоже такие серьезные. Нормально. Нормальный коллектив вообще. Доволен вообще.